Для этих людей противочумные костюмы уже стали нормой жизни, ведь целые сутки они проводят рядом с ковидными больными. Сейчас по плану врачей обход тяжело больных, которые находятся в реанимационной. Этот пациент поступил сюда, в Назрановскую районную больницу, чуть больше недели назад. Несмотря на свое тяжкое самочувствие, он открывает глаза, пытается нас поприветствовать, но тщетно. Обессиленный, он снова засыпает. Тревожить его мы не стали. Поступил в тяжелом состоянии. На данный момент его состояние расценивается как тяжелое, но стабильное. Диагноз у нас звучит коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония. Ему назначена неинвазивная вентиляция легких. Вот аппарат стоит. Обычные наши реанимационные интенсивные мероприятия проводят. И таких пациентов отделений реанимации интенсивной терапии еще трое. Тем не менее, по словам врачей Назрановской районной больницы, если сравнивать с ранним периодом, то ситуация с коронавирусными больными заметно улучшилась. Да и поступлений сейчас значительно меньше. Сейчас, да, идет активный спад. Если раньше у нас, например, в течение суток поступало порядка 15-18 больных, то сейчас, конечно, количество поступающих пациентов меньше, и поступают они не в тяжелом состоянии, не в запущенном состоянии. Если в начале этого года у нас было развернуто 285 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией, то сейчас количество коек сокращено до 40. На сегодняшний день на стационарном лечении у нас находится 36 пациентов, из них 4 находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации интенсивной терапии. Ситуация с коронавирусными больными заметно улучшилась благодаря самосознанию граждан, делится Фатима Евлоева. Соблюдение ограничительных мер вкупе с массовой вакцинацией вырабатывают коллективный иммунитет. К тому же на статистику повлияла и возможность лечения пациентов амбулаторно. Сейчас, с тех пор, как началась активная вакцинация против коронавирусной инфекции, и с тех пор, как начали делать акцент на лечение пациентов на амбулаторном этапе, то есть федерального центра, мы получаем лекарственные препараты для ведения и лечения пациентов на амбулаторном этапе. То есть и в связи с этим на стационарном лечении сейчас находится меньше пациентов. Если у пациента появляются признаки ОРВИ, тут же участковый врач берет на себя вызов, после этого выезжает к пациенту на дом. Если есть признаки, характерные для новой коронавирусной инфекции, вызывает на себя ковид-бригаду. То есть маршрутизация таких пациентов у нас налажена. И пациент, если нуждается в стационарном лечении, доставляется скорой машиной, каретой скорой медицинской помощи или же нашей машиной, которая обслуживает таких пациентов в ковид-центре. По последним данным по Назрановскому району, первый этап вакцинации прошли 7390 человек. Привились от коронавирусной инфекции полностью в 2 этапа всего 6777. Вакцинация проводится в 2 этапа. В каждом районе открыты пункты вакцинации. Адреса доведены до участковых врачей, также доведены и до жителей. Любой желающий может прийти в этот пункт проведения вакцинации. После осмотра врача-терапевта, если нет противопоказаний, он получает первую прививку, через 21 дней вызывает на вторую прививку и получает вторую прививку. Врачи напоминают, прививаться нельзя ни в коем случае при обострении хронических заболеваний, при температуре, кашле, при признаках ОРВИ. Если после осмотра терапевта противопоказаний не выявлено, то вакцинироваться можно. Ну а для желающих развернут пункт прививки на базе Назрановской районной поликлиники. Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.